Чтобы увековечить память бойцов из Абхазии, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, в эти дни в стране проходит акция «Дорога памяти». Основная ее задача – собрать землю из всех мест захоронений солдат. Забор земли будет проводиться сразу в 3 районах республики – в Сухумском, Гулеривском и Очамчирском. Первый пункт, куда мы направляемся, это город Очамчира. Там находится могила 8 советских подводников. Подводная лодка М-51 погибла 22 сентября 1943 года у берегов Очамчиры. Второй пункт у нас в населенном пункте Дранда находится братская могила 11 советских военнослужащих, к сожалению, безымянных, потому как их обнаружили не сразу, их обнаружили в середине 60-х годов. Точных данных о том, кем являются эти люди, нет. Пункт номер 3. Это село Баслата Сухумского района. Там также находится кладбище, вот как раз о том, что я говорил, советские солдаты, которые умерли от ран в госпиталях. К 75-й годовщине Победы в Москве на территории Парка культуры и отдыха «Патриот» возводится главный военный храм. Под открытым небом разместится универсальный мультимедийно-музейно-выставочный центр под названием «Дорога памяти». Здесь будут размещены десятки миллионов фотографий фронтовиков и тружеников тыла. Именно в этой дороге памяти займут свое место капсулы с частицами грунта из Абхазии. Это также часть вклада в эту галерею памяти. То есть земля с воинских захоронений со всего, по большому счету, со всего мира, нельзя сказать, со всей Европы, со всех театров боевых действий, где есть захоронения, будет эта земля изыматься, она уже изымается сейчас, и она будет, соответственно, привозиться туда, в этот комплекс мемориальный. И там будет заключаться в специальные емкости, которые будут также установлены на соответствующих экспозиционных, местах. Акция «Дорога памяти» завершится 20 декабря. Ровно в полдень в Сухуме у памятника неизвестному солдату состоится финальная торжественная церемония забора земли. Кугуца Вардания, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.